непростым. К тому же процесс этот начался с пролития крови и захвата пленных. По сообщению ряда информационных агентств, вчера близ границы Чечни с Дагестаном в плен взята группа российских военнослужащих. В то время как, по данным чеченских вооруженных сил, все подступы к Грозному закрыты, российские подразделения Министерства обороны и внутренних дел понесли первые потери на территории соседней Ингушетии. Там заполыхали 30 единиц техники. Министр обороны Павел Грачев, комментируя эти инциденты, заявил, что все это делалось с явного согласия руководства Ингушетии и при участии спецчастей МВД этой республики, открывших прицельный огонь по военнослужащим. По сути дела, считает Грачев, Руслан Аушев объявил войну президенту России. Тем временем сам президент Ингушетии Аушев обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой направить в республику группу для расследования преступных действий военнослужащих в отношении мирного населения.